Ну а для начала мы, что называется, вышли в народ, опросили жителей Сыктывкара и узнали, путешествуют ли они по республике, и если да, то куда именно. Внимание на экран. Путешествуете ли вы по республике Коми? Были такие случаи? О, нет, не было. А почему? Не знаю, как-то люблю по России ездить и за границу. Тут еще не удавалось таких вариантов. Ну, езжу по друзьям, а так не путешествую. Да, зимой надо, летом надо ехать на море. Маленькие дети, чтобы в море покупались. Негде путешествовать. То есть вы не знаете, какие у нас маршруты есть? Нет. А вот если бы узнали, поехали бы? Да. А путешествуете ли вы по республике Коми? Нет. А почему? Ну, нет возможности. Ну, есть только командировка. Да? А так просто вот в качестве туриста? Ну, нет. Нет, я все в сторону Кирова, юга. А почему? Ну, потому что я не знаю наши достопримечательные местности. К сожалению, нет, не предоставлялась возможности. Путешествую. В каких местах бывали? В Северной долине, потом в Удырском районе. Нет, не путешествовала. А почему? Да, как-то нет возможностей. Ну, времени нет. Больше, наверное, хотелось бы по России попутешествовать. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 46 90 60. Ждем ваших звонков. А наш сегодняшний гость – министр культуры, туризма и архивного отдела республики Сергей Емельянов. Сергей Витальевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот только что посмотрели опрос. Скажите, пожалуйста, вот люди не знают, возможно, об отдыхе у нас в республике ничего или просто не желают отдыхать? Как вы считаете? Вы знаете, здесь необходимо признать то, что, скорее всего, и вероятнее всего, жители республики не в полной мере имеют ту информацию о том, какие на сегодняшний день в Республике Коми представлены туристические продукты, туристические маршруты. То есть недостаточно информированы? Да, недостаточная информированность, но здесь есть один позитивный момент. Практически все опрошенные признали, что в том случае, если информированность будет, то они с удовольствием начнут путешествовать по нашей республике. Ну, здесь хочу сказать, что именно для этого и создан 30 мая в столице нашей республики, в Сыктывкаре, туристский информационный центр, который и призван для того, чтобы информировать жителей региона и гостей Республики Коми о том, какие сейчас есть тенденции в развитии этой отрасли на территории нашего региона, какие имеются туристические продукты, доступные потенциальному туристу. И вообще, в принципе, всей информацией располагать туристский информационный центр должен о нашем регионе, о нашей республике. Ну хорошо, поговорим о наших туристических маршрутах, турах. Какие из них вы считаете самыми топовыми? Знаете, ну тут даже не я считаю. Ну да, какие из них самые топовые? Статистика показывает, что самым востребованным, самым интересным направлением, наверное, в нашей республике, может быть, не всегда есть такая возможность посетить, но в любом случае самым интересным направлением у нас остается Маньпупуньор. К сожалению, на сегодняшний день есть ограничения по посещению этого уникального объекта, одного из чудес России. Но при этом в 2016 году на территории заповедника побывало в 2 раза больше туристов, чем в 2015 году. 727 туристов посетило заповедник в составе 70 организованных групп. И в этой связи вот именно Уральские горы, наш легендарный Маньпупуньор, является на сегодняшний день самым востребованным и интересным направлением. Ну а если судить по количеству посещений, по количеству туристов, которые посещают те или иные объекты туризма, туристической отрасли на территории нашей республики, то здесь лидером на сегодняшний день с практически 20 тысяч посещений остается Финно-Угорский этнокультурный парк. Все-таки этнокультурный парк? Все-таки да. Все-таки да. А вообще у нас кто выбирает наши туры? Жители республики или из других регионов в большинстве? И вообще можно ли сказать, что у нас сейчас туризм развивается в республике? Вы знаете, однозначно можно это констатировать, то, что туризм развивается, и развивается, и идет уверенно к своей цели развития. Хотя бы тот факт, что республика по итогам прошедшего времени вошла
по данным Ростуризма, Федерального агентства по туризму, в десятку регионов-лидеров по развитию сельского туризма, агротуризма, это подтверждает. И то, что на сегодняшний день растет, неуклонно растет количество таких агроусадеб, гостевых домов в сельских территориях, в районах нашей республики, это тоже неоспоримый факт. Как известно, не бывает достаточного количества предложений без достаточного количества спроса. Поэтому это можно констатировать, туризм развивается. Ну, это радует, это радует. Я вам могу ответить про целевую аудиторию, кто в основном пользуется нашими туристическими продуктами, то здесь, наверное, спрос одинаково распределяется и между жителями республики, и между гостями нашей республики. В этом году у нас, наверное, будет рекордное количество посещений среди иностранных туристов. Мы фиксируем, что уже в июле нашу республику посетит несколько иностранных туристических групп. Вот сегодня была буквально на нашей пресс-конференции представлена информация туристическими агентствами Шудаолом и Финно-Угорским этнокультурным парком о том, что в июле посетит группа из Франции Республику Коми, ИП. В июле посетит группа из Франции Усть-Цилимскую горку, Усть-Цильму. Мы ожидаем группу из Швейцарии. В мае месяце тоже посетила группа из Франции Сыктывкар. Вы знаете, прошел автопробег из Бреста до Владивостока. Поэтому, наверное, в этом году покажем мы рекордное количество иностранцев, которые посетили. В общем, наш туризм развивается. Ну, констатировать этот факт однозначно можно. Это хорошо. Кстати, наши края уже долгое время привлекают и тревел-журналистов, причем не только российских, но и зарубежных. В погоне за красотами Коми-края их не пугает ни бездорожье, ни суровый быт малых народов, ни крепкие морозы. Внимание на экран. Где эта республика Коми? Для жителей России до сих пор загадка. Терра инкогнита. Ах, да, это там, где плато Мань-Пупунер. А вот недалеко от реки Печора, на вершине плато Мань-Пупунер, стоят 7 каменных стражей высотой по 40 метров. Это одно из чудес России. О как! Для тревел-журналистов в Коми есть где развернуться. Территория огромная, природа нетронутая. Похоже, здесь действительно совершались какие-то обряды. Кстати, предание гласит, что если подниматься сюда с чистым сердцем, добрыми намерениями, не кричать, не шуметь и, главное, ничего здесь не трогать, то целый год будет сопутствовать удача. До корабельной чащи Пришвина московские фотографы добирались 4 суток по Удырским болотам. Пешком. По выражению участников тест-тура, это настоящие коми-джунгли, а сам маршрут по плечу только экстремалам. Англичанин Винни Джонс приезжал в Воркуту за экзотикой, чтобы рассказать реально о России. Именно так называется его цикл документальных фильмов. Голливудскую знаменитость сопровождал 3-кратный победитель оленьих бегов. Я путешествую по Арктике, рискую жизнью на оленьих бегах и пробую местную пищу. Местную пищу попробовал и журналист телеканала «Моя планета» Андрей Панкратов, который посмотрел Ижму и Усть-Цильму. «Рай на земле, неужели он в Коми?» – заявил путешественник. Меняют экспонаты. Минус 52 зимой, а им хоть бы хны с такими печками. Настрогать строганинки в чумовом чуме, оленина как лекарство от рака. Почем она у них и у нас. Конкурс невест без бикини. Смотрите, не пропустите. Известный российский актер Финн Вилли Хапасала попытался за 7 дней объехать республику. Конечно, ему это не удалось. Знаток национальной охоты и рыбалки доехал до Троицко-Печорского района. Самые сильные эмоции ощутив не только на плато Мань-Пупунер, но и на лосеферме в поселке Якша. Может, не надо тогда? Она же боится. Ну, тогда, Вика, давай. Тогда не надо. Одним словом, в Коми есть что посмотреть. Другой вопрос, а как до этих красот добраться? И сколько нужно вложить средств и сил, чтобы отдых в Коми перестал быть экстремальным?
Мы показали самые красивые маршруты, которые выбрали travel-журналисты. А сейчас давайте поговорим о событийном туризме. Итак, что нас ожидает этим летом? 25 июня гастрономический фестиваль рыбного пирога «Черенянь-Гаш» в Печоре. Следом с 30 июня по 1 июля всероссийский фестиваль исполнителей народной песни «Заваленка» в селе Выльгард Сыктывдинского района. С 1 по 2 июля Ижма приглашает на традиционный народный праздник Лут, а в Вуктыле с 30 июня по 1 июля в рамках первого республиканского туристического форума пройдет фестиваль обрядов народа Севера. Межрегиональный фестиваль кузнечного искусства «Кыртайка» намечен на 8 июля в Карткеросе, 12 июля знаменитая Усть-Цилимская горка, после чего уже с 20 по 22 июля экологический арт-фестиваль «Сена» в Троицко-Печорском районе. И завершает список международный фестиваль воздухоплавания «Живой воздух» в селе Иб, который пройдет с 19 по 20 августа. Это только часть летнего туристического календаря. Сергей Витальевич, как видно, в Коми есть куда поехать. А есть ли какая-то статистика, подсчеты, которые показывают, увеличивается ли количество посетителей данных праздников или, наоборот, возможно, снижается? Вы знаете, вот правильно абсолютно вы сказали, что у нас сегодня огромнейший спектр предложений именно в поле событийного туризма. И то, что количество мероприятий растет, это отрадно. А можно ли назвать событийный туризм как бы самым главным локомотивом? Вы знаете, мы как раз сегодня говорили об этом на нашей конференции, на открытии сегодняшнего туристского сезона. На самом деле сегодня, наверное, это так. И это нужно признать, что сегодня основной спектр мероприятий приходится именно на событийный туризм. И как раз сегодня я затронул тему в своем выступлении о том, что необходимо нам планомерно переходить от частичного такого проникновения в эту отрасль, да, путем проведения каких-то точечных мероприятий, к планомерной работе круглогодичной. И разрабатывать свои туристические продукты таким образом, чтобы они могли включать в себя не только посещение фестиваля или праздника на той или иной территории, но и были интересны в течение всего года. Безусловно, отвечая на ваш вопрос, такая статистика ведется, и как бы это ни звучало, сегодня я уже об этом говорил, что количество посещений республики растет, но и количество посещений этих событийных мероприятий растет, также неуклонно растет, и в этом году Усть-Цильма уже, наверное, за несколько месяцев до проведения Усть-Цилимской горки признала, что мест нет в гостиницах. И все заполнено. Все заполнено, и в том числе и новые гостиницы, которые построили в Усть-Цильме, и тот номерной фонд, который они имели до этого, все подчистую, под завязку заполнено теми туристами и гостями, которые приезжают на праздник. Сергей Витальевич, а какие новые туристические продукты ожидаются этим летом, если они есть? Безусловно, они есть, вы упомянули о них. Это фестиваль воздухоплавания, который пройдет. Как один из них, как один, что-то да. еще? Если говорить про событийный туризм. А вообще, в принципе, можно сказать о том, что мы в этом году, наверное, увеличили такую базу туров и базу тех продуктов, которые можно предложить туристов в разы. В разы произошел такой своеобразный бум в конце 2016-го, вот за 2017 год. И сегодня каждый район республики, безусловно, это большая заслуга тех организаций, которые там работают в отрасли туризма и руководителей районов. Каждый район старается предложить что-то свое, уникальное. И самое главное, что это в большинстве своем не похожие друг на друга туристические продукты. Это очень здорово. Я приглашаю всех жителей нашей республики, жителей Сыктывкара, гостей столицы посетить наш туристский информационный центр для того, чтобы познакомиться с тем потенциалом, богатейшим потенциалом, который может предложить каждый без исключения район нашей республики Коми. В Ухте пользуются популярностью туристическо-краеведческие туры выходного дня. По словам их организатора Дмитрия Мартемьянова, спрос стабильный, ведь гораздо интереснее провести выходные с семьей на природе и узнать что-то новое о своем родном районе, чем пролежать весь день на диване. Популярны такие мини-походы и у гостей Ухты, особенно если в командировке образовались 1-2 свободных дня.
У нас сейчас на территории Ухтинского района 6 действующих предложений по походам выходного дня, маршрутам посерьезнее. И немножечко тоже выходим на более дальние рубежи, скажем так, для желающих. Мы можем и на Урал выводить, но все-таки мы стараемся работать именно у себя в своем регионе, поближе, скажем так, в этом формате. Сергей Витальевич, у нас в республике подобные туры развиваются, если говорить не только об Ухте, вообще в целом. Вот который мы сейчас посмотрели с вами, вот Дмитрий Мартемьянов нам рассказал. Да, безусловно, развиваются. Вы знаете, Воркута сегодня даже пытается предложить и предлагает туры в тундре, очень интересные. Кстати говоря, это туры, которые входят, туры на территории, которые входят в арктическую зону России, то есть туризм есть и в Арктике. И в других... пользуется спросом вообще? Наверное, он пользуется не таким большим спросом, как хотелось бы, в силу, может быть, в какой-то части неразвитой инфраструктуры, невозможности предложить тех или иных комфортных условий, которых хотелось бы предложить туристу. Ну, я думаю, что это все в перспективе возможно изменить эту ситуацию. Но и другие районы предлагают подобные туры. Вуктыльский район на сегодняшний день предлагает подобные туры, как предлагает Ухта. Инта с неоценимым и богатейшим кладезью просто туристических продуктов, которые может предложить на сегодняшний день национальный парк Юга-2. То есть, в принципе, именно этот вид туризма, такой, можно сказать, местами экстремальный, в бытовом смысле этого слова, не в профессиональном ни в коем случае, тоже активно развивается в районах нашей республики. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а после свяжемся с Финно-Угорским этнопарком и покажем фрагмент интервью с организатором туров на Урал Сергеем Семяшкиным. Не переключайтесь. Это «Детали дня». Сегодня мы говорим о развитии внутреннего туризма. Наш телефон 46 90 60. Звоните, ждем ваших звонков. О том, что нужно креативно и даже агрессивно продвигать свои турпродукты, год назад в нашей съемочной группе рассказал известный телеведущий, автор программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен. Давайте посмотрим фрагмент. Коми – это же грибной край, рыбный край, ягодный край. Вот эти все крайности, я считаю, вот надо обязательно туристам впарить. Потому что турист тоже хочет, чтобы ему впарилось что-нибудь. Ну, как будто это я не могу ничего не делать об этом, а меня впарили. Итак, посмотрев данный фрагмент, скажите, вот если на сленг перевести, как мы впариваем, как мы продвигаем свои туристические маршруты? Ну, знаете, наверное, такие смелые выражения, которые употребляет ведущий. Не носитель ваш русского коллега. языка, да. Поэтому такие смелые выражения. Ну хорошо, как нужно Как мы представляем свои туристические продукты? Да. Вы знаете, перво-наперво я считаю необходимым представить туристические продукты здесь у нас, внутри нашей республики. И для этого сейчас в тех районах, которые наиболее активно продвигают свои турмаршруты, турпродукты, мы будем развивать сеть таких визит-центров, туристско-информационных центров, да, которые мы открыли сегодня в Сыктывкаре. В каких-то районах визит-центры уже действуют, они просто будут, так сказать, причесаны под формат, который необходим и который должен быть на сегодняшний день в современном туристско-информационном центре, как мы привыкли это видеть где-то в зарубежных странах или в других регионах страны, в которых туризм развивается уже давно. И эти центры будут предоставлять информацию в первую очередь жителям Республики Коми. Что же касается предложения жителям других регионов, то я хочу отметить работу здесь Финно-Угорского парка как нашего туроператора Республики Коми, который на сегодняшний день очень активно работает с Вологодской областью, с Архангельской областью. В самое ближайшее время начнут активную работу с Кировской областью. Это те регионы, которые сопредельны или находятся в непосредственной близости от Республики Коми и в которых проживают потенциальные туристы, которые могли бы приехать на территорию региона, к нам. Поэтому в первую очередь необходимо выстроить контакты с ними. Им проще до нас добраться, они близко, и у них в Вологде, безусловно, да, но в Кирове и в Архангельске нет такого богатого потенциала в тех районах, которые приграничны с Республикой Коми, поэтому первая ориентированность на них. Что же касается жителей других регионов страны, то из года в год республика представляет свой потенциал на
международных крупных площадках. Это и Интурмаркет в Москве, это и МИД. Также Москва, мы представим свой потенциал в грядущем году. Это и площадки форума Инвитекс, и много-много других разных таких форумов, на которых регионы представляют свой туристический потенциал. Совсем недавно, еще раз напомню нашим друзьям, в республике заработал первый ТИЦ, так сокращенно называют, туристские информационные центры, которые сегодня открываются по всей стране. В Сыктывкарском фронт-офисе гостей и жителей региона знакомят с предложениями городов и районов Коми. Здесь же можно приобрести и готовый турпродукт. Республиканский ТИЦ создан на базе финно-угорского этнопарка, который в марте этого года стал региональным туроператором по внутреннему туризму. И сейчас с нами на прямой связи по телефону директор финно-угорского этнопарка Елена Иванова. Елена Васильевна, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, над чем сейчас работает региональный туроператор? Много ли у вас хлопот? Да, безусловно. На текущий момент, поскольку, как вы уже сказали, мы зарегистрированы буквально в марте, мы создаем первые турпродукты, которые сегодня представили на пресс-конференции. Это у нас первый, это гастрономический тур по Сыктывкару. Это у нас путешествие в Зырянский край из Устюга через этнопарк, опять же, в Сыктывкар. И это третий турпродукт, очень важный для нас, нефтетур, который мы представляем для жителей Кирова и Великого Устюга через этнопарк и Сыктывкар до Ухты. Скажите, а насколько активно люди обращаются в туристские информационные центры и что их интересует в первую очередь? Ну, вот по состоянию на сегодняшний день обратившихся 70 человек. Не зря Республика Коми в последние годы продвигается под брендом «Эко-Республика Коми». Мы увидели, что большинство людей, которые приходят в ТИЦ, интересуются путешествием на Мань-Пупунёр, интересуются сплавами и походами. Также люди хотят у нас получить информацию о путешествиях не только внутри региона, но и за пределы республики. Елена Васильевна, спасибо вам большое за информацию. Всего вам самого доброго. Всего хорошего. До свидания. Сергей Витальевич, скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, вот сейчас финно-угорский этнопарк в качестве регионального туроператора вообще работает? Вы знаете, ну, наверное, об этом сейчас говорить еще рано. Все-таки они... Ну, возможно, есть какие-то прогнозы? Да, все-таки они стали туроператором буквально в марте. И сейчас только скомпоновали свои турпродукты и начинают их непосредственную реализацию. Я думаю, что к концу года уже можно будет подвести какие-то первые результаты. Насколько это эффективно, сколько туристов, сколько человек воспользовалось услугами этнопарка как туроператора, и уже подводить даже, может быть, какие-то экономические результаты для республики, для региона в целом. А в целом они очень хватко и бойко взялись за эту работу, предложили довольно много. Елена Васильевна сейчас представила какую-то малую часть из того, что этнопарк разработал. Но у нее было мало времени. У нее, к сожалению, было мало времени, да, но в целом этнопарк довольно много предложил интересных турпродуктов. Это и Усть-Вынь, это и святые места Сыктывдинского, Ыба, это и другие какие-то более далекие туристические маршруты. Поэтому я думаю, что к концу года уже мы сможем с вами еще раз встретиться, закрыть туристический сезон и подвести какие-то результаты. Ну да, посмотрим. Кстати, туристов привлекает и красота Уральских гор. Об этом хорошо знает опытный путешественник, организатор походов на Урал Сергей Семяшкин. Его группы на это лето практически уже сформированы. Есть заказы даже на следующий год. До 90% вообще всех туристов, которые с нами путешествуют, это, конечно, жители Республики Коми. В основном это даже подавляющее большинство это жители Сыктывкара. Очень мало обращений с других территорий Республики Коми. Совсем нету туристов сельских поселений. Сергей Витальевич, скажите, на ваш взгляд, вот на Уральские горы можно сделать прям вот особый упор в плане туризма? Ведь они по-своему... Интересны. Да, да. Вы знаете, безусловно, они очень интересны. И опыт, даже той же самый опыт Мурманской области, которые в Апатитах, там, в Хибинах организовали
горнолыжный кластер, не просто горнолыжный курорт, там большой кластер, в который входят и отели, и рестораны, и сам непосредственно горнолыжный комплекс. Это доказывает. Я думаю, что наши Уральские горы могли бы, но они и вызывают неподдельный интерес у потенциальных туристов. Об этом говорят все без исключения. И то, что на Мань-Пупунёр у нас экскурсии расписаны там чуть ли не на год вперед, это яркое тому подтверждение. Я, насколько понимаю, у нас вообще, вот если говорить о проблемах, основная проблема – это инфраструктура, так? К сожалению, да. И что касается гор, в особенности. Как вы знаете, на Мань-Пупунёр самый оперативный метод – это вертолет. Вертолет подразумевает под собой затраты. Пешком на сегодняшний день туда добраться не так просто. Это несколько дней, и сплав по реке, и пешеходная тропа. Но вместе с тем Печоралычский заповедник принимает все меры для того, чтобы сделать это путешествие наиболее комфортным. Сергей Мы с своей Витальевич, стороны постараемся им помочь. Очень мало у нас времени осталось. Скажите очень кратко, что же делать, на ваш взгляд, чтобы наш туризм действительно развивался? И не медленно, а все-таки нормальными темпами в республике? Знаете, нам в первую очередь, как только жители нашего северного края узнают о всех его достопримечательностях, о всех тех мероприятиях, которые происходят на территории нашей республики, нужно все эти достопримечательности горячо полюбить, посетить мероприятия, которые происходят на территории Республики Коми, и стать такими настоящими, не только называться, но стать настоящими патриотами нашей Республики Коми. И тогда мы сможем об этом широко рассказывать и заразить этой любовью других туристов. Сергей Витальевич, спасибо большое за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо. Детали дня можно посмотреть на сайте jurgen.rf и посредством функции видео по запросу IP-телевидения Ростелекома. Всего доброго, до встречи на Юргане.